Омыли. Коми народная сказка. У Фомы денег сроду не водилось, и за это жена его дни и ночи бранила. Жена была сердитая и хитрая. Надоело Фоме ворчание да ругань. Он однажды и говорит жене: «Откуда мне денег взять? Я простой портной. Не болотный же омыль мне золото пошлет». А омыль тут как тут. Вылез из трясины и слушает речи Фомы. Как пошел портной мимо болота, рогатый омыль выбежал к нему навстречу и говорит: «Если до солнца ворота обещаешь обшить одеть все наше племя, я тебе открою, где золото лежит». Фоме нечего делать, пообещал. Омыль сказал ему, что на берегу озера под 9-й кочкой лежит сундук, набитый червонцами. Бери лопату да откапывай. Фома пошел на берег, принялся копать и достал из земли сундук полнешенек золота. Хорошо зажил портной. Жена и браниться перестала. На солнцеворот близко, и затужил портной. Ведь бесов-то много, целый год придется шить. Жена спрашивает Фому: «А чего ты такой невеселый?» Муж рассказал ей все без утайки. А жена недаром была хитроумной. Взяла круг белого холста, круг черного сукна и пошли с мужем Комылем на болото. Добрались до большого дома, где на крыше змеи шипят, из трубы пламень пышет. Жена и Фома зашли в дом. Омыли заставляют их кроить и шить. А жена и говорит: «Ладно, только это сукно, пока мы к вам добирались, запачкалось. И если сможете отмыть его, чтоб оно стало как белый холст, тогда мы у вас останемся, а если не сумеете, уйдем обратно». Согласились омыли, побежали на прорубь, принялись стирать черное сукно. Мыли, но никак не могут отмыть. Не белеет сукно и все. А Фома с женой домой воротились, от омыля избавились. Омыли по горло заняты. Все еще черное сукно до бела стараются выстирать.